Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии работает Регина Ягудина, и мы начинаем. Из-за обмеления Волги в этом году в Куйбышевском водохранилище погибло 70% икры рыбы. Она высохла после нереста из-за резкого ухода воды. Сейчас это сильно бьет по воспроизводству биоресурсов в бассейне Волжского каскада. Сегодня министр экологии Татарстана Александр Шадриков в онлайн-режиме выступил на совещании Комитета Госдумы по экологии. Здесь обсуждали решение проблемы обмеления Волги. Экологи Татарстана предлагают снизить сброс воды в водохранилищах и наполнять их в период половодья до нормального подкорного уровня 53 метра по Балтийской системе. А Нижнекамское водохранилище увеличить до 64 метров. Если говорить о рыбах, то есть 70% икры погибло тоже у нас на Куйбышеве на основании Госньюорха, то есть научно-исследовательский институт тоже. Соответственно, предложение просим строго соблюдать правила использования водных ресурсов, который был принят давным-давно, о котором мы говорили не раз при нашем Советский Союз, на самом деле, умнейшие люди создавали Волжско-Камский каскад, и, соответственно, умнейшие ученые принимали это правило использования водных ресурсов. Если говорить о сбрасных расходах, мы просили 3400 сбрасываться, а 4400 сейчас на среднем сбрасывается с Куйбышева. Напомним, 1 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, обмеление Волги требует реакции Генеральной прокуратуры. И связано это с низким уровнем принятия решения в Росводресурсах. Как отметил спикер, нужно разобраться, почему допустили такую ситуацию. Проблема затрагивает более 80 миллионов россиян. По его словам, вопрос обмеления рек назрел давно, и его надо переводить в тему ответственности. Даже когда лето было более жарким, еще меньше было дождей, уровень так низко не опускался. Поэтому аргументы о том, что жаркое лето, нет дождя, поэтому у нас обмелела Волга, не работают. Все-таки это низкий уровень принятия решений именно в агентстве, которое вы возглавляете. Потому что Русгидро выполняла все эти установки. Привели к тому, что у нас сегодня с вами эта проблема стоит, и все в колокола бьют. О проблеме обмеления Волги Рустам Минниханов говорил в начале октября на совещании в Москве по развитию речного транспорта. Раис республики отметил, из-за того, что уровень воды опустился, суда стали садиться на мели. Стало невозможно причалить к целому ряду населенных пунктов. Социальная напряженность вызвана обмелением Куйбышевского водохранилища. В связи с низким уровнем воды, вот в этом году, такая ситуация была в 2010 году. 5 населенных пунктов уже вообще не имеем доступа. Тетюши мы на скоростных катерах, на метеорах не можем подойти. Река рядом с Арским молочным комбинатом снова окрасилась в белый цвет. Местные жители вновь подозревают предприятие в сбросе отходов производства. Сегодня на место выехали экологи. Река Ликинка, приток Казанки. Ее загрязнение грозит серьезными экологическими последствиями. Источник долго искать не пришлось. Куда привела труба, кому она принадлежит и кто взялся за старое, Рамиль Шайдулин выяснял. По жалобе я выехал с инспекторами и обнаружили вот эту трубу. Белесая жидкость стекает прямо в небольшую реку. Она называется Ликинкой. По факту это приток Казанки. Уже неделю на запах жалуются местные жители. Говорят, раньше здесь любили рыбачить, сейчас невозможно даже находиться рядом. Когда сливают стоки, наша река начинает плохо пахнуть. Запах прокисшего молока. Сегодня 2 ноября. 23 год, идет сброс. Неделю тому назад эти стоки были куда белее, а неприятный запах сильнее. 31 октября река снова окрасилась в насыщенный молочный цвет. Местные жители обратились к экологам, предполагая, что так отходы своего производства снова сливают в реку Арский молкомбинат. Инспекторы Северного территориального управления Министерства экологии незамедлительно выехали на место, обнаружили трубу, из которой выходила белесая вода. Были отобраны пробы воды выше и на месте сброса сточных вод. Это уже не первый подобный случай на этом участке. 2 года назад именно Арский молочный комбинат был оштрафован за сброс в реку сточных вод. Тогда они уплатили 80 тысяч рублей, но ущерба, по мнению экологов, нанесли на 6 миллионов. В белый цвет река окрасилась снова уже в октябре прошлого года. Тогда пробы показали превышение аммония и сульфатов. Не улучшилась ситуация и сегодня. Из трубы по-прежнему идет вода с примесями чего-то белого. И пусть вверх по течению протока еще может казаться прозрачной,
Но местных жителей это уже не собьет с толку. Вся белая муть скапливается после злосчастной трубы вниз по течению. Вот здесь, на дне, нанося вред и флоре, и фауне. Как заявляют на самом молкомбинате, эта белесая вода вовсе не отходы производства. Та самая труба подключена к месту скопления талой и дождевой воды. Видимо, над этим предприятием идут белые осадки. Да, это все ливневые. И вот с той стороны, вот где у нас слесарь ходит, там тоже с той стороны тоже такой же колодец есть. Отходы же, по словам руководства ООО «Арча», уходят в сети водоканала, откуда отправляются в очистные. Поэтому попадание их в реку исключено. Но они попадают на сушу. В июле одну из труб молкомбината прорвало. Отходы производства оказались на территории питомника. Площадь загрязнения достигла почти 1,5 километров. Информация была передана Роспотребнадзору и в природоохранную прокуратуру. По результатам проведенной проверки было направлено исковое заявление в Арский районный суд о признании бездействия ООО «Арча» и обязании провести рекультивацию земель и постройки локальных очистных сооружений. Сейчас молкомбинат возводит собственные очистные, где будет перерабатывать 100% отходов. Заканчиваем строительство этого усреднителя, потом приступаем к строительству административного корпуса, где будет размещено оборудование. Также параллельно заключаем договор на поставку оборудования. Когда комплекс ведется в эксплуатацию, будет смонтировано оборудование, будет очищать 1500-2000 кубов в сутки. Но остается открытым вопрос, при чем тут очистные, если в реку попадает талая дождевая вода. Контролирующие органы ждут результатов анализов. Их и направят в Росприроднадзор. Объект федеральный, поэтому меры будут принимать они. Также информация передана и в МВД. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Единов, ТНВ, Арск. Сегодня стали известны новые подробности отравления 3 подростков в Казани. Об истории, вызвавшей громкий резонанс, мы рассказывали накануне. Предварительную версию случившегося сообщили правоохранители. По данным столичного УВД, молодые люди купили алкоголь в магазине, выпили его на улице и направились на вечеринку. В какой-то момент им стало плохо, и они потеряли сознание. Напомним, все произошло в выходные. По предварительным данным, ребята смешали с алкоголем неизвестные вещества. В больницу попали подростки 15, 16 и 18 лет. В настоящее время по данному факту проводится химико-токсикологическая экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме этого, законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 3.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики Татарстан. Собранный материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Кировского и Московского районов города Казани. Ситуацию сегодня также прокомментировал и владелец заведения «Вечериночное» в центре Казани. По его словам, в тот злополучный вечер подростки находились не в его баре, а в фотостудии этажом выше, которая по совместительству является и банкетным залом. Происходящее было вообще не у нас. Это происходило на 2-м этаже, в помещении фотостудии. Поэтому никакого отношения к нам этот инцидент не имеет. У нас приличное заведение с охраной. Лиц моложе 18 лет мы не пускаем. А алкоголь, соответственно, тоже не продаем. Насколько я знаю, ребята арендовали помещение на 2-м этаже под мероприятие. И каким-то образом организовали вечеринку, видимо, без охраны, видимо, со своим алкоголем. Не допускать несовершеннолетних в кальяны и те заведения, где разрешено курение, даже в присутствии родителей. С такой инициативой выступил новый прокурор Татарстана Альберт Суергулов. Законопроект он внес на рассмотрение в Госсовет Республики всего через неделю после назначения. Как отмечает прокурор, несмотря на запрет продажи табака несовершеннолетним, подростки продолжают пускать дым в глаза и нарушают закон. Как к инициативе отнеслись рестораторы, эксперты и казанцы? И почему этот вопрос прокурор поднял первым? Репортаж Рамиля Галиуллина. Я не уверен, я бы повел своих детей в кальянную или нет, честно скажу. Но если родители считают это нужным, они вот так воспитывают детей. Новость о том, что скоро всех детей могут попросить выйти из кальянных, моментально облетела общественное заведение Казани. Ментимер Нугманов, владелец сети кальянных и экс-председатель комитета по делам молодежи города. На проблему сейчас смотрят с позиции бизнесмена. Родители хотят отдохнуть, то есть они хотят хороший кальян. Не так много мест, где это можно сделать. Почему они не могут это сделать? То есть негде ребенка
оставить, не с кем, например, да. Или они пришли в некурящий зал и спокойно, тихонечко сидят, дети сидят в уголку, им не мешает там дым, работает вытяжка. В чем проблема? Обсуждения забурлили одновременно с водой в колбах. Запретить посещать кальянные детям. Новый прокурор Татарстана Альберт Суергулов внес в Госсовет Республики соответствующий законопроект. Основной мотив – дополнительные меры защиты подростков. Как следует из пояснительной записки. Несмотря на закон о запрете продажи табака и кальянов несовершеннолетним, подростки в Татарстане по-прежнему продолжают увлекаться курением. Прокурор приводит статистику. За последние 2 года в республике наказали 30 несовершеннолетних. С начала года проштрафились еще 11 подростков. В качестве дополнительной меры защиты детей от воздействия вторичного табачного дыма, а также профилактики табакокурения среди подростков, законопроектом предлагается ввести запрет на нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально выделенных изолированных помещениях, в которых допускается курение табака, потребление никотиносодержащей продукции или использование кальянов. Все-таки кальяны – это вот отдельный мир с отдельной своей аудиторией, да, это уже не аудитория ресторанов уже года 3 как. С точки зрения того, что инициатива полезная, да, только единственное, надо придумать, как это качественно отработать. На бизнесе Нурислама Шарифуллина такой запрет не отразится. Предприниматель отказался от кальянов в своих заведениях после пандемии, вместо клубов дыма сделав упор на семейные ценности. Новую инициативу бизнесмен поддерживает. Сейчас вопрос в исполнении. Давайте честно, рестораторы – это прекрасные, это предприниматели, понимаете? У любого предпринимателя, они же все стремятся денег заработать, да? И, наверное, мало кто откажется. Пришло, как я вам говорил, 6 человек пришло, 5 по 18, по 19 лет, а одному 17. И вот он понимает, что они там посидят, ему сделают выручку. Как в этой ситуации ему быть? Тоже, мне кажется, как-то навряд ли они будут отказываться от такой истории. Инициативу прокурора поддержала и детский омбудсмен республики. Ирина Волынец уверена, плюсы от поправки в закон почувствуют все и сразу. И на бумаге он не останется. Еще совсем недавно можно было везде курить. Вспомните. И даже в самолете, в поезде, в купе, в плацкарте все смолили. И когда стали раздаваться первые звоночки о том, что это делать плохо, это надо запретить, никто не верил, что это возможно. Прошло каких-то несколько лет, и мы сейчас с ужасом вспоминаем. Один выкуренный кальян медики приравнивают к 150 сигаретам. Влияние на дыхательные органы, сердечно-сосудистую систему, никотиновая зависимость. Наибольшую угрозу представляет не столько никотин, сколько угарный газ, благодаря которому курильщик испытывает мощнейшую гипоксию – кислородное голодание. При потреблении этого дыма в курении снижается потребление кислорода, то есть для нас все-таки это жизненно необходимый элемент. И когда снижается уровень кислорода в крови, очень сильно страдают сосуды, стенки сосудов и в то же время, естественно, головной мозг. Центральная нервная система – это первично, на что будет реагировать при курении кальяна наш организм. Опрошенные нами казанцы к новой инициативе отнеслись однозначно. Но я считаю, что любая пагубная привычка, даже курить кальян, несовершеннолетним противопоказано. Против, конечно. Вредно для здоровья. Я считаю, дело каждого. Если человек хочет не курить, он не будет курить. Если человек хочет курить, он сделает это любым путем. Вот. В плане законопроекта, думаю, да, стоит запретить. Сейчас законопроект находится на предварительном рассмотрении. При этом на свободу выбора, курить или нет, документ не покушается, говорят эксперты. Это всего лишь еще одна попытка сделать курение труднодоступным и малопривлекательным. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Татарстане весь месяц проверяют качество моторного топлива. Предварительно ясно, после запрета продажи судового и печного топлива качество горючего на заправках существенно выросло. Однако нарекания у специалистов и водителей все же остаются. Сейчас в Татарстане около 900 заправочных станций от крупных федеральных и региональных до небольших частных компаний. В каком объеме находят некачественный бензин и где меньшая вероятность его встретить, узнал Дмитрий Аринин. Я на грузовике ездил, на двигатель попали, пришлось ремонтировать. Эльфир Набиев много лет работал дальнобойщиком, поездил по всей стране. Как говорит, никогда не угадаешь, где зальют плохое топливо. Обжечься можно и на ранее проверенных АЗС. Татарстан получше, чем Пермский край, допустим, Тюмень. Там очень плохое было качество.
Автомобилисты по-разному отзываются о качестве бензина. Одни всем довольны, вторые называют это игрой в рулетку, третьи методом проб выбрали для себя одну компанию. Я работаю, езжу, вроде претензий нет особых-то. Иногда бывает, что послабее как-то она едет, там еще что-то такое. Таких инцидентов каких-то не было. Где заправляетесь обычно? Заправляюсь на Таиф, Лукойл. Везде стараюсь использовать Татнефть, поэтому качество везде одинаковое. И в Москве заправлялся на Татнефти, Липецкая область, Воронеж, Чебоксары, везде Татнефть использую, поэтому другие не использовал заправки. Я по Казани езжу. Бывает, что и не очень хорошие заправки, бывает, что хорошие заправки. На выходных лучше не заправляться. Почему? Говорят, бодяжат. С одного пистолета по 2 литра. Качество топлива на АЗС Республики сейчас проверяют специалисты профильного управления. Как говорят, такая работа идет постоянно, а во время месячника делают более широкий срез. Чиновники подтверждают различные рейтинги АЗС. По ним в топе качества крупные федеральные компании. Некачественного бензина с каждым годом все меньше. В 2005 году было до 30%, с 2008-2010 года она стабилизировалась, в районе 4% несоответствия было выявлено. Последние 2-3 года несоответствие 1%. Какие-то как Татнефть, Таиф, Лукойл, тот же будем возьмем Мирбиц, они же дорожат своим имиджем. То есть им невыгодно продавать некачественное топливо. А вот в районах, где контейнерные заправки, там, конечно, мое предположение, там могут, конечно, грешить. Здесь они чистые, потому что нестандартного товара нет. В специальной лаборатории топливо проверяют по нескольким параметрам. Смотрят вязкость, наличие серы и смол. С начала месяца проб с некачественным бензином и дизелем им пока не поступало. Если таковые выявят, продавцам грозит штраф 1% от годовой выручки и не менее 500 тысяч рублей. Наказание ужесточили несколько лет назад. Это, как отмечают, тоже положительно повлияло на качество. Дмитрий Айрин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Татарстане втрое выросло количество незаконных мигрантов и почти вдвое уменьшилось число иностранцев, желающих знать государственный язык России. О миграционной ситуации, трудовой занятости мигрантов и проблемах их ассимиляции читайте в интернет-газете «Реальное время». На этой неделе в России завершается голосование за лучшего народного участкового. Татарстан в конкурсе представляет полицейский из Буинска Рустем Хузеев. В его ведении 13 деревень района – это порядка 3000 человек. Каждый день он выезжает по 5-6 обращениям. Чаще всего к нему обращаются из-за мошенников. Мы встретились с Буинским Анискиным. Рабочий день Рустема Хузеева начинается в районном отделе полиции. Он получает папку с делами. Сегодня это проверка тех, кто состоит на учете. За ночь на участке происшествий не было. Хотя за 4 года службы он повидал многое. Самым сложным Рустем Хузеев называет семейные разборы. Семейные, то есть, получается, конфликты, например, муж и жена там, или разные такие моменты. Разные ситуации, ссоры, бытовые уже такие моменты. Свой участок Рустем Хузеев объезжает на служебной Ниве. На спидометре уже 64 тысячи километров. За каждой цифрой помощь человеку или спасенная жизнь. В этом участковом пункте работает Рустам Хузеев. Он участвует во всероссийском конкурсе «Народный участковый». Каждый день он обрабатывает звонки 13 деревень и сел Буинского района. Это около 3000 человек. Он считает, участковый — это не просто полицейский. Это и психолог, и воспитатель, и близкий друг. Всегда стараюсь помочь народу. Участковый – это профессия ближе к народу. В августе Людмиле Медведевой позвонили мошенники, сообщили, внук виновен в ДТП. Нужны 800 тысяч рублей. Пенсионерка засомневалась и набрала Рустема Хузеева. Он ей объяснил, это мошенническая схема. Оперативно обзвонил и больницу, и выяснил, не случилось ли такое происшествие в нашем районе. В Буинском отделе МВД он не первый, кто удостоен чести отстаивать республику на конкурсе. Он знает все буквально, даже во время поездов, каждый материал, пока не разберется, пока не доработает до конца, он оттуда не приедет. В свободное время Рустем Хузеев любит играть настольный теннис. Говорит, это помогает ему отвлекаться от работы. Хотя в любой момент он может оказаться в своем офисе, благо дом и работа расположены в одном здании. Дома у него крепкий тыл. Рустем, он такой с характером человек,
с амбициями со своими, который всегда своего добивается, и в нужный момент тоже супруга должна в правильном направлении его направлять. Рустем Хузеев прошел финал всероссийского конкурса. Его поддерживают жители участка. Искандер Гималдинов, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Буинский район. Поддержим и мы нашего участкового. Для этого нужно перейти на сайт kp.ru и проголосовать за Рустема Хузеева. Времени осталось мало, голосование продлится до 10 ноября. 60-летие отметил Казанский техникум народных промыслов. Юбилей отпраздновали большим концертом и ярмаркой в культурном центре «Экиет». В фойе мастера представили тюбетейки, вышивку, изделия из керамики и кожи. Сотрудникам СУЗа вручили награды. Благодарственное письмо от имени государственного советника Ментимера Шаймиева зачитала исполнительный директор фонда «Возрождение» Зульфия Сунгатуллина. В нем отмечена роль техникума в развитии самобытной культуры Татарстана. Свою историю он ведет от профессионального училища номер 40. В 2010-м переехали в новое здание. Сейчас учатся 343 студента. Учебное заведение выпустило 12 тысяч мастеров по 10 специальностям. На базе техникума создан ресурсный центр. Благодаря поддержке Рустама Нургалиевича отремонтировано здание техникума. Есть высококвалифицированные педагоги, есть высококлассные выпускники, которые прославляют наш техникум далеко за его пределами. Огромное спасибо педагогам за то, что вы сохраняете верность традиции и передаете свое искусство от мастера к своим ученикам. Как сохранить историческую память и донести до будущих поколений традиции своего народа, обсудили в Дрожжановском районе. Здесь, в селе Нижнее Чекурское, встретились ученые-искусствоведы из Казани, местные работники культуры, учителя истории и татарского языка. Конференция прошла в рамках Российского года педагога и наставника и Татарстанского года национальных культур и традиций. Встречу посвятили выдающемуся педагогу и просветителю Хади Атласи. Бивень мамонта нашел наш житель, коренной житель из села Нижнечекурска, еще в прошлом веке. В селе Нижнечекурское бережно относится к истории и традициям. Местный школьный музей объединил уже более 1000 экспонатов и получил статус краеведческого. Здесь старинный утварь, коллекции часов, школьная парта начала прошлого века и экспозиции, посвященные выдающимся уроженцам села. Наш земляк Хади Атласы. Также в нашей деревне родился, вырос, учился Рафаил Ильязов. Очень много у нас ученых, и татар, и чуваш. Также Шехабудинов Альберт Кашарович. Он очень скромный человек, никогда не говорит и не хочет, чтобы мы говорили. Это наш знаменитый выходец, генеральный директор компании «Таиф». Сегодня экспонатов в школе стало еще больше. На конференцию из Казани привезли коллекцию Шамаили и научную литературу. На встречу приехали более 100 специалистов. Это известные ученые и искусствоведы республики, а также работники культуры и учителя истории татарского языка со всего Дрожжановского района. Волнует нас, как сегодня передать подрастающему поколению, начиная с дошкольного возраста, наши знания. На примере своих земляков они изучают глубже и литературу, на примере народных промыслов и ремесел, которые бытуют здесь. Они изучают традиции татарского искусства, чувашского искусства, марийского искусства. Это и есть патриотическое воспитание. Конференцию посвятили знаменитому татарскому педагогу и общественнику Хади Атласи. Как отмечают, его идеи не теряют актуальности и сегодня. Хади Атласи является именно одним из таких ярких представителей татарского народа. Тот человек, который в свое время занимался необходимостью просвещения в наших татарских селах, он всегда говорил: давайте сперва мы предоставим образование нашим более неграмотным слоям населения, а потом уже будем заниматься политикой. На конференции состоялись тематические обсуждения, мастер-класс по каллиграфии, беседы со школьниками и пленарная встреча. Это очень важно, чтобы мы знали прошлое тех людей, которые посвятили свою жизнь именно развитию своего народа. И чтобы учителя потом передавали это все нашим ребятам, нашему молодому поколению. Конечно, это мероприятие очень грандиозное, организованное и полезно не только нам, учителям, но и детям, конечно. Интересно, познавательно, полезно даже для многих.
Так как я татарская девочка, то мне очень сильно понравились картины. Конечно же, картины, как они раскрывают эту традицию татарскую. По итогам конференции приняли резолюцию. Руководству Татарстана предложили на республиканском уровне отметить юбилей Хади Атласи. В 2026 году исполнится 150 лет со дня его рождения. Дмитрий Арин, Игорь Романов, ТНВ, Дрожжиновский район. Лебеди встали на крыло. Они готовятся покинуть Татарстан и направиться в теплые страны. В Чистопольском районе сотрудники заказника «Чистые луга» засняли тренировочные полеты лебедят. Птенцы шипунов готовятся к миграции. Нужно немного времени, чтобы они успели поменять оперение и набраться сил для дальнего перелета, говорит начальник заказника Максим Улыбин. Лебедей шипунов в последние годы замечают практически во всех районах, где есть крупные водоемы. Птица занесена в Красную книгу республики. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Батрудиновым. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исянмисес, в студии Динар Батрудинов. В Татарстане характер погоды в ближайшие сутки останется прежним. Будет все так же дождливо и пасмурно. Подробнее через несколько секунд. Только до конца ноября Данил Мастер увеличивает скидку на изготовление любой корпусной мебели до 20%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафу-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Богатых Собак и Зеленодольске облачно, пройдут дожди. Температура днем составит 6-7 градусов тепла, ночью около 4 градусов выше нуля. В Буинске, Тетюшах и Кайбицах то же самое. Дождь, днем 6-7 градусов, ночью около 4. В Аксубаево, Мамадыше и Чистополе облачно, осадки повсеместно. Днем 6-8, ночью 5 градусов тепла. В набережных Челнах, Агрызе и Сарманово будет облачно, пройдут дожди. Днем от 6 до 7 градусов, ночью 4-5 градусов тепла. В Альметьевске, Бугульме и Азнакаево также пасмурно и дождливо. Днем плюс 6-8 градусов, ночью плюс 4-6 градусов. В туристических городах нашей республики, как и в других районах республики, тепло и сыро. В Свияжске облачно, временами ожидаются осадки в виде дождя. Плюс 7 градусов днем и плюс 4 ночью. В Болгаре тоже ожидаются дожди. Днем 6 градусов, ночью 5 градусов выше нуля. В Елабуге будет пасмурно, временами дожди. Днем плюс 7 градусов, ночью плюс 5. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В столице Татарстана облачно, местами пройдут дожди. В предстоящие сутки будет тепло, днем около 7, ночью температура понизится до 4 градусов. Давление почти в норме, 752 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный умеренный, влажность 88%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Это все о погоде, я с вами прощаюсь, до встречи. Энергозамышловался.